Настоящий лжец или действительно так? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Рахимзода ответил, почему не снимает блокпосты в Хароге. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и важных событий. Строительство дополнительных блокпостов на дорогах Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана прокомментировал министр внутренних дел республики генерал-полковник милиции Рамазан Рахимзода, выступая на пресс-конференции в Душанбе. Также он разъяснил в целом ситуацию в Хароге. Дополнительные блокпосты должны были быть сняты, а сотрудники правоохранительных органов отправлены по месту их жительства, заявил Рахимзода, комментируя обращение активистов к ГБАО. Но наоборот, жители Бадахшана попросили правоохранителей оставаться на блокпостах, подчеркнул министр. Как вы думаете, это действительно правда? Тогда получается, что мнения активистов, которые выходили на митинги, и обычных жителей разнятся? Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По словам Рахимзоды, блокпосты были созданы для поддержания общественного порядка и безопасности, и правоохранители работают над предотвращением нарушений. По словам министра, в 2021 у жителей Бадахшана было изъято 367 единиц оружия. Также он отметил, что ежедневно в регионе фиксируется 3-4 административных правонарушения водителями автотранспорта. В 2021 году на блокпостах выявлено более 1000 случаев административных правонарушений. Если не будет блокпостов, кто предотвратит насилие, рассказала Рахимзода. Напомним, в ноябре 2021 в ГБАО прошли митинги с участием 1000 человек после того, как в Рожскалинском районе в ходе задержания был убит местный житель Гулбидин Зиябеков. Это спровоцировало недовольство местного населения. Начались протесты у городской администрации в Хароге. В эти дни погибло 2 жителя области, еще несколько человек получили ранения. По официальной информации ГКНБ Таджикистана, в ходе митингов пострадало 12 сотрудников правоохранительных органов. А как вы относитесь к такой ситуации? Ведь после таких слов складывается впечатление, что в ГБАО живут одни террористы. Как вам такое? И действительно ли это так? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Или это просто страх наших чиновников? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!